Мама, друга нет дороже. Веришь ты в наш каждый взлет. Кто еще, как ты, поможет? Кто еще, как ты, поймет? Эти строки наверняка готов подтвердить каждый. Так оно и есть на самом деле. Мы любим своих матерей, почти не задумываясь об этом, и не осознаем всей глубины этой любви, пока не расстанемся с ними навсегда. Однако героиня нашего сегодняшнего выпуска, как психолог с большим стажем, понимала это и поэтому дорожила каждым днем, проведенным с мамой. Вслушивалась в каждое ее слово, внимала ее советам. Это год, как ее нету. Трудно, но все идет своим путем. Жизненный путь – это индивидуальная история каждого человека. Такое определение позволяет смотреть на жизнь не как на череду случайностей или предопределенностей, а как на череду событий, которые являются результатом выбора и действий. И здесь, как говорят психологи, важно учитывать три аспекта, формирующие личную историю. Таковыми являются внешние события, смена переживаний и ценностей, а также результаты деятельности человека. О них мы и поведаем вам в нашей сегодняшней истории на примере известного и самого востребованного в республике психолога Татьяны Сабарайкиной. Я родилась в Усьмае. Родители мои в то время были студентами, и как раз мама закончила первый курс, папа учился на втором курсе, закончил второй курс, и летом я родилась. Поэтому, когда я рождалась, мама с папой были как раз у родителей моей мамы, у моих бабушки и дедушки. Я первая внучка, то есть самая такая долгожданная, неожиданная. Родители после этого в сентябре уехали учиться. Это, видимо, был такой для них трудный выбор, потому что бабушка с дедушкой, особенно дедушка, сказал: все, ты поступила, ты должна закончить, и мы за ребенком посмотрим, езжай. И вот родители поехали в сентябре учиться, то есть я осталась у бабушки с дедушкой. Да? Это время для меня, наверное, было самым счастливым периодом, потому что прямо на меня чуть ли не надышаться не могли, я была прямо принцессой. Ну и родители приезжали как по возможности. В следующем году мама приезжает опять беременная, и через год у меня рождается братишка. И прямо он рождается в августе месяце. Опять же бабушка с дедушкой говорят: езжай. И они вдвоем опять уезжают учиться, и теперь я остаюсь с братом. Да? При этом нас не разделяют младшая и старшая, все равно как бы нас, видимо, держали в одинаковой позиции. Я сразу старшей не стала. Я очень любила, я помню, и до сих пор я люблю своего брата, я его всегда защищала. И когда вот родители, получается, они закончили учебу, мама закончила университет, русское отделение, а папа закончил биолого-географическое факультет, и они по назначению поехали на родину отца в Татинский улус. И вот наступил период, когда они вот должны были нас забрать. Это была трагедия для дедушки. Когда пришло время забирать, мама сказала, что давай оставим одного, Таню оставим вам, а заберем сына. Че так мучиться-то? Зачем? А бабушка, наоборот, сказала: дети должны быть вместе, они родные, их не надо разделять. Дедушка ничего там помучается, а потом все равно придет в норму. Нечего говорить, да, и его жалеть. Вот это решение такое бабушка, но оно было очень действительно правильным, я сейчас думаю. Если бы мама-то хотела из жалости с папой, да, пожалев их, хотели меня оставить. Я думаю, что если бы меня там оставили, наверное, я была бы вообще абсолютно другим человеком. Абсолютно в другой сфере, наверное, я работала бы. Сильно, возможно, избаловали бы, не знаю, да, так взяли родители. Потом в садик сразу отдали, а я ребенок, который никогда в садик не ходила.
И тут, значит, приезжаю в абсолютно якутскую деревню, и потом вспоминаю там, что я говорила наполовину по-русски, наполовину по-якутски, и дети меня вообще не понимали. Я, видимо, там себя чувствовала какой-то обезьянкой. Детский сад для меня был все такое тяжелое, не очень хорошее, как будто меня лишили чего-то. Вот этот период, потому что в тот период мы же ходили в круглосуточный детский садик. То есть родители нас отдавали в понедельник и брали в пятницу. Вот это было для меня мучительно. Да. Видимо, это потом тоже во мне это сформировало, тоже в характере моем, какое-то умение выдерживать, да, умение ждать, возможно, не обижаться, да, в то время-то, наверное, я обижалась. Потом-то я поняла, что, родители работают, но не могут, да, или так принято и так далее. Как бы в себе ставить какие-то не сильно много чего хотеть и так далее. Это вот оттуда. Довольствоваться чем-то малым или тем, что ты имеешь, это вот тоже оттуда. Но с этими вещами потом же пришлось поработать. Кто я? С далекой такой Якутии, которая выросла в маленьком поселке, да, и преподаватель в таком институте, это мекка для всех психологов, для нас. Это все психологи ездят сюда повышать свою квалификацию, и там работают самые классные, самые крутые преподаватели. И оказаться среди них, это было как бы вообще не, для меня это было вообще даже не мечта была, да, это вообще нету, даже такой мечты не было. В пределах даже допустимо не позволялось, да, и тут это пришло. Сегодня Татьяна Васильевна является преподавателем Института практической психологии «Иматон», в котором работают самые авторитетные психологи России. Ценный опыт, наработанный годами, они передают студентам, будущим специалистам в области психологии. Ну а поскольку каждый психолог-практик знает, что все мы родом из детства, то и искать правду нужно именно там, в глубинах подсознания, в детских воспоминаниях и родных душах. Мой дед, он почти 2-метровый, очень такой властный, очень такой, даже своенравный такой, да, мужчина, очень такой требовательный, и вдруг очень сильно поменялся с рождением меня. То есть внучка появилась, и прямо он стал очень мягкий, прямо его не узнавали. А бабушка у меня была очень тихой, спокойной, очень теплой, мягкой, несговорчивой такой, но при этом она никогда я ее не видела ворчащей. Потом же мы уже выросли, ездили туда на каникулы, особенно в летние каникулы, на короткое время. Помню, что все вот детство, да, мы были летом всегда вместе. Я помню, мы каждый год ходили на сенокос. Папа сделал маленькие косы такие, мы вот это косили, грабли для нас специально маленькие были. Короче, мы каждое лето работали. Потом папа у меня стал директором школы, и каждое лето теперь мы ездили в летний лагерь. То есть наши родители старались всегда вот нас рядом держать, да? Вместе собирать ягоды, вместе там на рыбалку ходить. Папа рыбак, вот мама везде, вот вместе с ним. И потом маму назначили председателем сельсовета. Да? И, то есть папа директор школы, мама председатель сельсовета. Это для нас, детей, было очень большим ответственным делом, да? Потому что мы как бы не должны подвести своих родителей. Груз ответственности не то чтобы давил на детей, но все-таки имел свой вес. Дети ловко научились справляться с ним. И все благодаря хитроумным и поучительным урокам родителей, которые они нет-нет, да и преподносили своим погодкам. Один раз, значит, мы приходим домой, у нас часов-то нету, мы ориентируемся по солнцу. Солнца давно нету. Игра такая увлекательная, мы пришли домой, а дверь закрыта. Все, стучимся, никто не открывает дверь. Я, начинаю паниковать потихо, а брат спокоен и начинает ходить вокруг дома и начинает стучать в каждое окно.
А потом родители рассказывали, не специально так сделали, да, как урок, чтобы нам преподнести, что опаздывать нельзя, да, все, мы уже закрылись, мы все спим. И после этого, конечно, был такой урок для нас, что действительно, если сказано, то они сдерживают свое слово, действительно закрывают, и поэтому потом уже стали приходить вовремя, так стараться, да. Это было требование родителей, они всегда говорили приходить во столько-то, мы во столько-то и приходили с братом. Притом мы с братом выросли прямо как друзья. У нас все, что мы не делали, это мы вместе с ним делали. Вскоре компанию погодок разбавила появившаяся на свет младшая сестра. В честь этого события родители построили просторный и светлый дом, в котором собирались по любому поводу. За домом, хозяйством и младенцем нужно было приглядывать. Поэтому, когда в доме появилась родственница-помощница, Таня радовалась больше всех. Ведь теперь у нее появилось время на ее самое любимое занятие – чтение. Ой, я так радовалась тогда, потому что мама все время же на работе, а я вот эту домашнюю работу выполняла, да, а я еще к тому времени очень любила читать. А я помню в тот момент, когда вот в первом классе, когда я поступила, когда мы нас начали учить, мама повела меня в библиотеку. А до этого все время мама ходила в библиотеку одна. И я все время хотела с ней пойти, хотя вот библиотека у нас была рядом прямо на одной улице, и там 3 дома пройти, и вот библиотека. Маленькая, низенькая библиотека такая, да, печным отоплением. И, знаете, мы туда пришли. И я вот с удовольствием начала ходить туда. И практически очень много времени проводила в библиотеке. Да, когда туда приходила, я пересматривала кучу книг, там сидела, журналы смотрела. И мои родители, они стали заказывать кучу периодики. У нас были очень много журналов, все журналы детские, в то время, которые выпускались, были у нас. Да, у нас были все газеты детские, которые в то время выпускались. Родители вот, они так заказывали. И, видимо, вот мама очень любила читать. Вот эта библиотека, это вот ее любимое место, и чтение, видимо, у нее было как отдушина такая. Мама Татьяны, Мария Петровна Соборайкина, была не только умной, но и слыла знатной красавицей, успешной спортсменкой, а также мастерицей. Она была очень высокой и очень красивой. И все прямо на нее смотрели с восхищением. Какая красивая! Мама моя спортсменка. Она в студенчестве была сборной команды ЕГУ по волейболу. И вот они играли с папой в волейбол. И вообще население стало играть очень сильно в волейбол. И наше население, вот это КЕ, оно всегда выигрывало первые места. Появилось очень много семейных пар, которые начали увлекаться этим волейболом. Вообще спорт во главе встало, потому что вот многое же, вот какие увлечения появляются, какое направление появляется, это же было от той молодежи, которая приехала, да, и которая приносит как свой интерес, и люди начинают этим увлекаться. Да? И вот мои родители вот внесли вот такое. Да? Я помню, у нас дома под Новый год собирались женщины, и они мастерили маскарады. И вот они собирались, и вот и краили, шили, там разговоры такие шли, общались друг с другом. И вот помню такое веселье, задор, и то, что вот это очень интересно, заниматься вот этой общественной деятельностью, собирать людей. То есть наши родители-то это показали, и, видимо, поэтому-то и я потом много в общественности, много занимаюсь, там какая-то период моей жизни был посвящен благотворительному фонду поддержки детей-инвалидов Харасхал. Это, видимо, вот все-таки от них это передалось, да, что кроме своей основной деятельности ты чем-то еще должна заниматься. Ты не должна просто там прийти домой и лежать с книжкой и просто читать, да, или только домашними хлопотами заниматься. Мы их редко видели дома. Они постоянно в поездках. Потом маму, когда назначили председателем сельсовета, да, папа вместе с ним
с нею ездила по всем бригадам и так далее. Они все дела делали вместе. И мы видели, как они совещаются между собой. Ну, разговаривают так, общаются, дела обсуждают, да. А в то время же милиции как таковой не было, и где-то что-то происходит, всегда вызывали маму. И вместе с мамой всегда шел папа, потому что маму одну он не отпускал, и всегда вдвоем. И вот эта картинка тоже осталась, и теперь я с мужем тоже всегда мы вместе. Он со мной вместе проводит тренинги, помогает мне, да, и вот это, ну, как у нас осталось, да, вместе все дела делать, все вместе, вдвоем делать, да. Образ идеального партнерства в лице мамы и папы помог нашей героине создать и партнерские отношения с мужем. За это наверняка стоит благодарить отца Татьяны, Василия Васильевича. Папа был человеком настырным и деловым. Не зря он достиг больших результатов в своей сфере деятельности. Он 40 лет работал, да, и все время директорства он все время вот общался с Министерством образования. Вначале он вел вот нашу среднюю школу, потом у нас была коррекционная школа для детей умственно отсталых, и вот там поставили его директором школы, он их поставил, поднял эту школу, статус этой школы поднимал, да, и очень много добивался. Впервые у нас вообще в районе был большой такой современный автобус в нашей школе появился. Это благодаря отцу, да. Впервые мы поехали в другую республику, как экскурсия такая, да, дети поехали. Это тоже папа сделал такое, да. Это все, опять же, не он один, это все, опять же, сообща с мамой. То, что она была вот руководителем сельсовета, и папа был директором школы, да, они, видимо, вот как команда работали, у нас появилась в селе, впервые образовали среднюю школу. Как раз я заканчивала 8 класс, а наши все, кто закончили 8 класс, ездили учиться в соседнюю деревню, они жили в интернате. Это отдельная романтика вообще. И мы так смотрели, так за ними, за старшими, говорим, я тоже стану. После 8 класса туда поеду, там будет вообще так интересно, там начнется такая жизнь бурная, да. Там свобода. И тут после 8 класса, когда я заканчиваю 8 класс, объявляют, что у нас открывается средняя школа. И мы остаемся, получается, 9-10 класс. Так родители Татьяны лишили ее интернатовской романтики и относительной свободы. Юная ученица, несмотря на то, что учеба давалась ей легко, хоть и была настроена на поступление в высшее заведение, но в свои силы почему-то не верила. Боевой настрой прибавили, как всегда, родители. Когда я закончила учебу, я не была уверена, что я поступлю в высшее образование. Потому что в то время у многих практика была такая, они не могли поступить, обратно возвращались, 2 года работали в совхозе, колхозе, и потом только после этого, через 2 года уезжали поступать, да. Я тоже так думала, что у меня тоже такой же сценарий будет, да. Но мама твердо говорила, что ты поступишь. Как бы я сама себе не верила, а мама в меня больше верила. Они с папой во мне видели какую-то... Такая вера большая была в меня, да, что я их не подведу, что я такая умная, да, я все знаю, и у меня легко получится. А я в себе такой уверенной не была. Я думала, что есть намного лучше, намного круче, чем я. В то время тетя моя, как раз вот мамина сестра, она здесь работала уже. И вот именно тетя, она совершенно кардинально другой человек, чем моя мама. Она всегда говорит, выбирай, хочешь, давай. Да? И у нее вот это было всегда. И для меня она показала совсем другую сторону, что можно вот что-то хотеть, что это дозволительно, можно и сильно не париться по этому поводу, не быть обязательно гиперответственной. Вот это она мне показала во время вот как раз поступления, да.
Значит, я начинаю сдавать экзамен. Что я делаю каждый раз? Телефон есть только у нас дома. Так как мама председательница совета, только у нас в деревне один телефон только есть. Значит, я обязана звонить. Если бы у нас телефона нет, я могла бы и не звонить, да? А тут я обязана звонить. Каждый экзамен сдаю и звоню маме. Я сдала. Первый экзамен сдала. А каждый раз перед экзаменом я собираю свою сумочку, обратно домой вернуться. Потому что я знаю, что мои все возвращались. И я каждый раз собираю. Первый экзамен, перед первым экзаменом собрала сумку, пошла сдавать. Притом пошла, когда сдавать, оказывается, я забыла паспорт. Думаю, ну вот все, не сдам. Забираю паспорт, думаю, пусть будет, что будет. Если опоздаю, значит, ну не сдам. Сумка готова, все, обратно поеду домой. Такая. Возвращаюсь, все, всех завели, и меня завели, короче. И успела там все это сочинение написать. Еще помогла одной девочке, рядом со мной сидела. Она оказалась из севера. Смотрю, куча ошибок. И я давай ее беру и еще ей подправляю. Она еще потом это переписывает, да? А между еще экзаменами я поехала на Ленские столбы. Короче, тетя моя, она в строительстве работала. Им дали на Михаиле Кулибине, тогда теплоходе, путевку для строителей. И вот это строители, толпа молодежи, поехала я с ними. Конечно, какой-то там учеба, да? А я на следующий по приезду в тот же день, утром можно рано приезжать, да? И я в 9 должна быть сдавать экзамены по истории. Учебник истории, самое главное, взяла с собой туда. Какой там дискотеки? Там песни, пляски и так далее. С тетей такая открытыми глазами впервые такое сообщество попадаю, где все, радости, счастье, кричать можно и так далее. Значит, какое там чтение? Никаких чтений, не до сна, не спим, веселимся. Приезжаем, короче, меня быстро в автобус, быстро тетя отправляет туда. Я, короче, вся какая вот оттуда лохматая поехала сдавать экзамен. И смотрю, значит, сдаю, и тут мне задает экзаменатор очень много вопросов. Я еще явно провал. Явно хочет 2 поставить и вытягивает на 3 такую, да? Я стараюсь там отвечать. А при том билет у меня попался тот, который наконец-то вот села же в этот теплоход. И первую главу только, которую прочитала, и с этой главы как раз билет прошел. И потом, значит, дополнительно очень много вопросов. Я думаю, все, я, 3, да? Значит, если я 3 получаю, по баллам я не попадаю. И выхожу, и экзаменатор мне говорит, вытягивала тебя не 5, ты не ответила. Ладно, 4 поставлю. И вот таким удачно все сдала, и в итоге, короче, я оказалась в ряды студентов. Для меня это было не столь значимое мероприятие. Я поняла, что это настолько радостно, и что надо вот так радоваться по реакции мамы. И когда я услышала по телефону радостный такой возглас, такой как эмоции, да, мама моя, которая не сильно эмоциональная, да, которая не проявляет, она как учитель такой все время, да, а тут такая радостно, так как ребенок радуется, что я поступила, вот тогда я поняла, что, точно надо радоваться. Почему для меня это было, ну ладно, поступила тогда, потому что я хотела быть другим специалистом. Мне интересовали картины художников. Я изучила много книг именно по истории создания этих картин, как этот художник создавал эту картину. Мне было интересно не рассматривать картину, а было вообще интересно история создания этой картины. Да? Что он чувствовал, что он переживал. И самое главное, какие события в его жизни в то время были, и почему он решил вот это написать. И почему именно в тот период вот эта картина была создана. Да? Я столько книг перелопатила, и я хотела быть искусствоведом. Сейчас я думаю, вот это искусствоведение, да, мне сейчас в чем помогает. Видимо, вот тогда я было вот как раз интерес к созданию, к истории, из-за чего, что, как последствия это приводит к этому и так далее. Вот как раз психология, вот это и как раз интерес внутри вот этом разбираться, вот это, видимо, к этому шло.
Да? И это было такой предпосылкой, что потом я стану психологом. Значит, я 5 лет отучиваюсь, заканчиваю, там в студенчестве чего только, вот, стройотряды, в профсоюзе, университета, там организовывают какие-то вот как раз студенческая весна и так далее. Мы там в этих организаторах были. Это такой опыт, такой руководящий такой был. Получила, поехали работать в деревню, село зовет, в селе надо возвращаться, приехала в школу, новая школа открылась, Олбинская средняя школа, это Татинский улус. Как раз мы приехали, там много новых учителей, и мы там начали прямо очень активно, бурно там работать, в школе вносить такое демократические правила такие, с детьми вызывать такие дебаты и так далее. Это в новинку в то время было, да. Программу перестраивать, по-другому преподавать и так далее. С детьми общаться на «ты», на равных и так далее. Не вот так, как иерархично так, да. Пробовать такое. И дети действительно очень сильно полюбили, и я сама детей полюбила, и меня очень сильно привлекали дети, которым все говорили: это двоечник, да, это ребенок из неблагополучной семьи. Почему-то стали мне вот очень сильно интересны эти дети. Я с ними разговаривала, да, я для них придумывала задания, другие, посильные для них. Я видела, что они не могут это сделать. И я придумала такую игру в литературе, чтобы дети читали, да. А для меня читать это было как... Я думала, что все читают, а тут я вижу, что вообще люди, оказывается, не читают. Да? Значит, чтобы привлекать интерес к чтению, я начала придумывать сканворды сама. Да? А там в сканвордах там может быть какого цвета, типа камзол кого-то, например. Да? Если ребенок читает, он знает, он такого цвета. Да? Если он это пропишет, там нету именно существительные должны быть, там прилагательные могли быть, да, там какие-то вот эти. Главное, чтобы они угадали. И если, я им говорила, если вы вот этот кроссворд угадаете 100%, я вам ставлю 5. Да? Если там угадаете столько-то, то вы получите 4. И дети это знали. И потом библиотекарь мне говорит: Таня, что ты сделала с детьми? Что-то дети все начали ко мне бегать и брать книжки и читать. Потому что я иногда говорила: ребята, из того, что вот в учебнике будет, есть тут несколько вопросов, которые не из учебника. То есть там же усеченно дается, да, а в том большом, котором вот в полном рассказе, этого нету. И некоторые дети начали бегать туда, и библиотекарь такая: что ты сделала с детьми? Дети начали брать книжки. Даже те, которые это. А им-то надо было просто прочитать и заполнить это. Все. И пришли, начали получать хорошие оценки. Ну и потом, когда уже решила перейти в другую школу, родители меня поддержали. Я так думаю, они всегда меня поддерживают. Всегда. Любые начинания и так далее, вот они, не было такого, чтобы они говорили: нет, не надо, лучше там оставайся, что ты там, куда лезешь. Никогда я такого не слышала. Наоборот, говорит: делай то, что ты хочешь. Да? Значит, когда я там 4-й год работаю, я чувствую, что уже учительство это не мое, я не хочу. Да? Да, я преподаю, да, дети слушаются, да, дети любят, я с ними нахожу общий язык, но что-то мне больше надо. В это время, значит, звонок от мамы. И говорит: Таня, короче, тут такое предложение. Михаил Ефимович Николаев, значит, издал приказ о том, чтобы дать второе высшее образование для молодых педагогов. Да? А второе высшее образование, значит, школы начали экспериментальными площадками становиться. А раз экспериментальная площадка, они защищали проекты, а когда ты защищаешь проект, обязана там быть в штате психолога. И под эти требования я попадаю прямо 100%. И по возрасту, и потому что тогда я не была замужем, детей нету.
свободная, мне 25 лет. Так стала кардинально меняться профессиональная жизнь Татьяны. Республика отправляет педагогический состав на учебу в Улан-Удэ, получать новую по тем временам специальность психолога. Она была полна сил и энтузиазма. С удовольствием училась и получала те знания, к которым стремилась с самого детства. Приехав на родину, наша героиня с головой окунается в новое дело. И вот так мы помаленьку вот так собрались и написали первую концепцию развития службы, практической службы образования. Вот эта концепция, когда мы написали, целая команда работала, мы объединили всех психологов. Мы первый форум такой психологов провели, где собрали психологов образования, психологов с медицины, психологов с вот этих учебных заведений, высших учебных заведений, средних учебных заведений. Они по отдельности были каждый, да, с Министерства внутренних дел и так далее. То есть мы хотя бы познакомили людей друг с другом, что психологов уже становится больше, что мы вот командой становимся, давайте знакомиться, давайте дружить, давайте делиться, помогать друг другу и так далее, сотрудничать и так далее. Вот из таких соображений. И мы вот именно это тот период, начала 2000-х годов, это был такой просто драйвовый период был. Так было интересно, все было в новинку, все мы первопроходцы же, да. Вот давайте придумаем документацию работы психолога, чтобы у них все было, нормативные документы придумаем и так далее, да. Где-то что-то происходит, мы бригадой прямо, вот наводнение, первые наводнения, вот туда бригады собирать, да. Потом СДБЛ произошел, да, опять бригады психологов, потом разные ЧП, Ленск и так далее, опять же бригады, да, всех психологов собирать, отправлять туда бригадами на помощь, да, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, столько обучения эти ребята организовывали, проводили, да. Потом Дети Азии спортивные начались, и там мы включились, опять же, как психологическое сопровождение сборной нашей команды. Это вообще совершенно другое направление, другие методики. И поняв, что мы не такие уж спецы, хорошо, что мы это осознали, да, и пригласили преподавателей с Санкт-Петербурга. И они вот 2 года приезжали и нас обучали. И они-то приезжали из любопытства, как это далекая Якутия, да, и интересуются спортом высших достижений, притом детских таких, да. И они такие приезжали и на нас смотрели, как на таких, надо же, есть такие, оказывается, люди заинтересованные, да, в этом направлении, спортсмены в равных физических возможностях проигрывает тот, кто психологически не готов. Да? И именно спортивные психологи нужны для того, чтобы это прокачать, да? Возможности человека расширить. Человек, чтобы вера появилась в самом вот это. Да? Даже невозможное можно сделать. Вот такое, чтобы появилось. И для этого и придумываются такие методы, которые вначале изучают его как личность, смотрят на его слабые стороны, на его сильные стороны, на что можно вот прямо опираться как основа, и на нем прямо поднимать человека, слабое звено поднимать его и так далее, вот в этом, да. И чтобы тренера именно в тренировках с этим человеком имели все это в виду, да. И они, например, видят же вначале физику только, физические возможности человека, да, как он сложен, руки, ноги, как у него, да. А дальше уже работая с психологом, там уже видно этот сильно страхи, например, да. А откуда этот страх? Он там где-то в детстве он испытал, возможно, или где-то какую-то установку у него есть какая-то, да, которая мешает. И в этом случае уже начинаешь помогать тренеру. И, значит, мои психологи, они взяли к себе все виды спорта, и остался один вид спорта, которого испугались мои психологи. Это пауэрлифтинг.
И там соревновались дети с поражением опорно-двигательного аппарата, дети с ДЦП. Это дети, особенные дети, да. Я вижу, что эти дети остаются. Я взяла их и познакомилась с ними, и думаю, что это был самый лучший выбор вообще в моей жизни, что я выбрала их, да. Потому что это дети, которые очень открытые, да, у которых можно многому нам учиться, да, как относиться к жизни, как относиться к понятию успех и так далее, да, как показывать свои переживания и так далее, да, как вообще относиться к своей болезни, да, принимать их, это свой вот этот диагноз, да, как они к этому относятся, как они с этим диагнозом живут. И когда смотришь на них, и как они вот с этим живут, кажется, все наши проблемы – это вообще ерунда. Началась активная работа с благотворительным фондом «Харысхал» и его директором Верой Душкевич. Также велась работа с Аленой Атласовой и ее фондом «Праздник жизни». Было открыто много специализированных кабинетов по оказанию людям психологической помощи. Кроме этого, было еще много-много других добрых и благородных дел. Осознав, что успехи якутских психологов весьма высоки, Татьяна решается на серьезный шаг – уйти в свободное плавание. И я, конечно, первым делом я позвонила маме. Мама вначале замолчала и сказала: «Сможешь ли?» Такое вначале сказала, да, потому что это, говорит, тяжелая работа, это тяжелая именно в моральном плане, говорит, да. Потом говорит: ну ладно, пробуй. Такой. Я, получив как бы разрешение, потому что мне важно получить это родителя разрешение, и для меня, человека, который работала в бюджетной сфере, да, получилось очень много возможностей, раскрылось. И вот человек, который все время в рамках жила, в рамках статей всяких, да, в рамках всяких законов и так далее, да, такое вот это нельзя, это можно, это недопустимо, да, это должно быть с этим и так далее. И тут получается такое, как будто делай, что хочешь. Я тогда на себе почувствовала действительно, что такое жить и делать, и творить потому, как ты хочешь. Сегодня Татьяна Васильевна – востребованный психолог, любимая жена и любящая мать уже взрослого сына. На работе я психолог. Дома я жена, я мама. А жена и мама могут допускать какие-то ошибки, да? Потому что нету такого понятия, что я и дома, и с мужем, везде я психолог. Ну, и с друзьями и так далее, тогда вообще я неинтересна. Но многие есть такие, которые так ко мне относятся, но, слава богу, мои близкие так ко мне не относятся. Они, во-первых, ко мне относятся как к сестре, как к тете, а не как к психолог, да? За это я им очень благодарна. То есть это тоже получилось благодаря, наверное, маме. Такое отношение, да? Ты в семье другой человек, ты человек, да? В семью вот эти свои проблемы переносить нельзя и так далее, вот это оттуда, да? И допустимо, что ты можешь быть неправильной. И это разрешимо, и тут нету такого повального какого-то мир рухнул и так далее, да? И не было никогда у меня, что я должна быть хорошей мамой, отличной мамой, да? Терзаний таких и так далее не было, но я всегда думаю, когда с сыном мы разговариваем, да, ему сейчас 22 года, я часто думала, что я плохая мама, да, в плане того, что я ему видела, что ему надо, да, но я этого не могла дать. Я всегда в командировке, я знала, что это плохо для него, но я не могла в своей работе вот этот отказать и сказать: для меня важнее мой ребенок, я должна рядом с ним находиться, да. Компенсации такие я искала, больше с ним поговорить и так далее, да. Куда бы здесь, например, находясь, где бы я ни ходила, я всегда его брала с собой, что это тоже помогало ему в развитии, потому что он-то видел мое общение с другими людьми. К детям относиться как к принцу и принцессе. То, что я через которую прошла, и вот эта вера, да, что мой ребенок сможет,
мой ребенок лучше всех. Это все, больше, мне кажется, и не надо. А в партнерских отношениях, да, я сколько вот вижу, в родителях видела, да, и сколько вот сейчас в наших отношениях, это самое главное — уважение друг к другу. Уважать. Это самое главное. Вот когда потеряется уважение, когда ты начнешь принижать человека, все. Еще я такое могу сказать, если есть за что благодарить этого человека. Когда ты найдешь за что благодарить, вот тогда это, вот, мне кажется, в этом и секрет многих семейных пар. У меня есть папа, да, сейчас. У меня есть семья, брат, сестра. Я сейчас как старшая в семье, например, да. Я уже в каких-то вопросах я помогаю советам, да. Я принимаю эту роль старшего. Ну, больше 50 лет я была ребенком. И это же счастье быть, ощущать себя ребенком, и у тебя есть человек, который тебя безмерно любит. Мама – это человек, который может заменить всех, но ее заменить никто не может никогда. И даже если она уже на небесах, она всегда рядом, в виде облака, в виде солнечного луча, в виде небесной звезды. Она – ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.